3 года назад в одной из наших передач мы показали братьев Сергея, Максима и Никиту из детского дома. После выхода передачи в эфир приемные родители Ольга и Сергей Штеблау из поселка Нижний Бестях приняли братьев в свою семью. Благодаря доброжелательной, теплой и уютной атмосфере дома, поддержке и взаимопониманию, которые в нем царили, мальчики быстро влились в новую семью. Уже все налажено, накатано, так сказать. Полоса светлая идет, все хорошо. А увидели мы их, вот когда вы их сняли, это вот в рубрике показали, и, конечно, мы сразу обратили внимание на мальчиков. Живем мы уже 1,5 года здесь. Но живется мне здесь очень хорошо, очень нравится. Семья отличная, особенно мама с папой. Хорошо, тепло, животных кормим, цветы поливаем, кушаем. Я живусь хорошо. Иногда хожу гулять, на велике катаюсь. Семья, дом – главное в жизни человека и особенно ребенка. В канун нового 2020 года мы встретились с братьями и со всеми остальными ребятишками Штеблау в одном из детских центров и увидели очень дружную и сплоченную семью, где родители одинаково равно, с любовью и ответственностью относятся как к родным, так и к приемным детям. Я студент первого курса ЯЭВТ, учусь на электромеханика. С учебой у меня отлично. Иногда оценки надо подтягивать мне. А вот я поступил на хорошую профессию, мне нравится учиться. Я мечтаю себе завести семью, попасть в Реал Мадрид. У меня кружки бальные, спортивные бальные танцы. Мы заняли на республиканском конкурсе первое место. Успехи детей радуют родителей и скрепляют семью еще больше. Дети дают в первую очередь будущее наше, опору в дальнейшем. Помощники будут, помогать будут в дальнейшем. Дети – это все, конечно, это наша семья, это наша такая ячейка большая, можно сказать, наша сила. Мы вместе, мы сила. Семья особенно важна для ребенка, и именно здесь, дома, дети обретают уверенность в себе и в дальнейшей жизни. Благодаря активной жизненной позиции Ольги и Сергея, их стремлению и усилиям всесторонне развивать детей, приемная семья Штеблау стала победителем Республиканского фестиваля «Семья года-2019» в номинации «Приемная семья». Мы в этом году по представлению предложений фонда «Дети Сахазии» рассмотрели возможность и учредили специальный приз для приемной семьи Штеблау в целях популяризации именно таких семей, в целях поддержки семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для того, чтобы такие семьи могли иметь поддержку не только в каком-то материальном плане, но и в рамках пропаганды семейных ценностей. Мы очень рады за братьев и надеемся, что таких семей, как приемная семья Штеблау, у нас станет больше. Нашего фонда является проект. 18 декабря в Якутске состоялась церемония вручения наград победителям конкурса «Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Премия вручается тем, кто добился значительных успехов в работе с детьми, а также одаренным детям. В номинации «Путеводная звезда» за достижения в области патриотического воспитания детей победителем стал инструктор открытых уроков по детской безопасности Ренат Сергеевич Фабрин из Нерюнгри. Я считаю, что такие премии нужны, так как у нас на самом деле, я вот сегодня присутствовал в этом зале, еще ранее, когда я читал, кто были ранее лауреатами и кто кандидаты, я понимал, что очень много людей, которые достойны этих наград. В номинации «Красота спасет мир» за достижения в области культуры и искусства премии удостоена ученица детской школы искусств Полина Тулаева из Жатая.
Я очень люблю играть на фортепиано. На нем я уже занимаюсь с 5 лет. Мой преподаватель – мама. Этот год у меня был очень плодотворный. Я занимала на всех конкурсах первые места и даже один раз заняла гран-при. В номинации «Будущее республики» за разносторонние достижения в области искусства, науки, техники, волонтерства и учебы премией награждены ученица 9 класса Якутской городской национальной гимназии Наталья Игнатьева и ученик 11 класса Бердигистяхской улусной гимназии Борис Андреев. Я создал много проектов, с детства любил заниматься техникой. И в данное время у меня проект – это устройство для конопатки деревянного дома. Оно облегчает труд. Мои планы на будущее – это дальше создавать новые проекты. Хочу улучшить жизнь для людей сельской местности. Я очень рада, что получила номинацию «Будущее республики» и премию. А также благодарю фонд «Дети Саха-Азии» и желаю всем здоровья, желаю удачи, желаю цветения и красоты. Желаю, чтобы солнце всегда улыбалось и чтобы сбывались любые мечты. В номинации «Со спортом по жизни» за достижения в области спорта и здорового образа жизни победителем стал серебряный призер первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске по биатлону, победитель первенства Дальневосточного федерального округа в 2019 году, ученик 11 класса Сулгачинской школы Амгинского района Николай Максимов. Николай находится на сборах для участия в первенстве федеральных округов по биатлону, и награду получили его родители. Биатлон сүрдәгән йөрдүбит, багыт мәндек премияга тексибит иттен. Бу международный ого Дети Саха-Азия фондата на сүрдәг үчүгә күрәгә тарабит. Бу саңа таксаннары таланнары бу мәндек белетире лауреат оңорора бого энники үлетигер жарыктанарыгар кардыдыгар бастыкы улахан бу хитихите болар балаги. Анын беген аха бу фондага мактанабыт, онны үйрөбүтүн теңе үлестебит. В номинации «Будем вместе» лауреатами стали приемная семья Ксенофонтовых из Хангаласского района и приемная семья Тимофеевых из Якутска. Прежде чем вручить награды, я все-таки выражу нашу общую мысль о удивлении, восторга, даже благодарности тем семьям, которые берут на себя такой большой труд и ответственность. Я начну с права семьи. Сейчас культивируется какая-то мода на стиль жизни для пожилых людей, что мы образование получили, профессию свою честно отработали, детей вырастили, мы заслужили отдых и живем только для себя. Путешествуем, ходим на различные спа-салоны, наряжаемся, в театры ходим, ездим по странам. Так нет же, у нас все-таки живы те ростки, вернее, ростки, а традиции добра, широты души, ответственности и боли за других людей. И вот люди до сих пор, есть у нас такие семьи, которые берут опять на себя такую большую ответственность, такой большой труд ежедневный, чтобы воспитывать детей, дать им семью, будущее, перспективу. Я думаю, что мы должны очень поблагодарить всех, похлопать очень громко и запомнить лица наших немолодых семей. Я также скажу, что я, например, удивлена, что такие молодые, им бы сейчас самим радоваться жизни. Глаза должны быть направо, налево, вверх, вниз, искать себя, искать в жизни что-то такое, творчество для себя, еще что-то, хобби какие-то. Нет, ведь они ведь еще за других болеют. За тех детей, кому вот так не достает семейного окружения, ласки, любви, внимания, заботы. Я просто поражена, ребята, вами. Вы просто молодцы. И я думаю, что они подают пример огромный, хороший для наших молодых людей, для нашей республики, для нашей страны, что да, можно жить, добиваться успеха для себя,
для семьи, но ведь еще для кого-то, кто обделен. И вот вместе с нашим чувством благодарности и пожеланием вам, чтобы на этом пути вы не отчаивались. Не совсем легко будет, но всего вам доброго. Счастья, взаимопонимания, взаимоподдержки. И чтобы дети, которых вы приютили, чтобы они вернули вам то добро, что вы вкладываете в них. Спасибо вам. Приемные семьи Ксенофонтовых и Тимофеевых награждены за успешную работу по социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, и их развитию в сфере образования, науки, искусства, спорта и предпринимательства. Впечатление очень хорошее. Мы даже не ожидали, что станем лауреатами. Это очень хорошо, то, что у нас возрастает количество приемных, и то, что они у нас такие активные, все отзывчивые и добрые. Приемные семьи – это особые семьи. Семьи, которые с большой ответственностью и искренним отношением воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа исполнительного директора фонда «Дети Саха-Азия» Ольги Михайловны Андросовой в социальной сфере высоко оценена парламентом Республики Саха-Якутия. От председателя парламента Петра Васильевича Гурьева я хочу благодарность председателя вручить уважаемая Ольга Михайловна серебряным знаком. Это наивысшая награда нашего парламента. Фонд «Дети Саха-Азия» вот уже 26 лет работает во имя лучшего будущего наших детей. Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» поздравляет телезрителей, приемные семьи и всех социальных партнеров с наступающим Новым годом. Желаем вам семейного тепла и благополучия.